Правдив и звучен голос Салавата, и отчеканен, словно кубаир. Мир разделен на бедных и богатых, а вовсе не на русских и башкир. Я эту саблю отдаю народу, стихи и песни отдаю народу, и русским, и башкирам отдаю. За счастье, за удачу, за свободу погибну или выживу в бою. Народный поэт Республики Башкортостан Александр Филиппов. Уважаемые читатели, 16 июня 2014 года исполняется 260 лет со дня рождения народного героя Башкортостана, поэта-патриота Салавата Юлаева. Сегодня мы познакомим вас с изданиями из фондов Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых, посвященными его жизни и подвигу. Предлагаем вашему вниманию озвученную книжную выставку «Славный сын башкирского народа». Жизнедеятельность Салавата Юлаева стали олицетворением мужества и патриотизма, символом многовековой дружбы башкирского и русского народа, оказали огромное влияние на формирование национального самосознания и культурного развития башкирского народа. Память о Салавате Юлаеве увековечена в историческом сознании многих поколений, в песнях, легендах, сказаниях родного края, а также в произведениях литературы, искусства, живописи, монументальной скульптуры, трудах историков страны. Выставка начинается с энциклопедии «Салават Юлаев». Эта энциклопедия относится к числу немногих персональных энциклопедий, изданных в нашей стране. Главный редактор издания профессор Илишев. Она вышла в издательстве «Башкирская энциклопедия» в 2004 году. Это издание представляет собой научно-популярную энциклопедию о жизни и творчестве Салавата Юлаева, одной из ярких исторических фигур России, поэта и воина-полководца, чье имя занимает видное место в летописи истории крестьянской войны 1773-75 годов под предводительством Емельяна Пугачева. Следующая книга, представленная на нашей выставке, это исторический очерк профессора Салавата Таймасова «Восстание 1773-1774 годов в Башкортостане». Книга вышла в издательстве «Китаб» в 2000 году. Она посвящена изучению, на первый взгляд, давно известного материала. Однако это новое мнение, новая оценка важнейшей эпохи в истории Башкортостана, без идеологических догм прежней исторической науки. Книга предназначена для широкого круга читателей. Книга кандидата исторических наук Инги Михайловны Гвоздиковой «Салават Юлаев. Исследование документальных источников» увидела свет в 1992 году. Книга посвящена источниковедческому изучению документов следственного дела Салавата Юлаева, одного из выдающихся предводителей Пугачевского восстания. Автор исследует происхождение и содержание источников, возникших в ходе следствия, суда и приведения приговора в исполнение. Следующий автор, историк, краевед Виктор Сидоров, знаком читателям по книгам, выходившим на русском и башкирском языках, о башкире-певце и бесстрашном бойце, по следам Салавата, Салават был наш герой, поэт и воин Салават. На нашей выставке представлена его книга «По следам Салавата». Сидоров, используя архивные, литературные и фольклорные материалы, личные встречи с учеными, писателями, художниками, артистами, краеведами, рассказывает о малоизвестных материалах, связанных с легендарным батыром Салаватом Юлаевым и незаурядной личностью народного царя Емельяна Пугачева. Книга увидела свет в 1993
1988 году. Информационный бюллетень, вышедший к юбилею Салавата Юлаева в 2004 году, содержит историко-биографические и информационно-аналитические материалы, посвященные 250-летию со дня рождения Салавата Юлаева. На нашей выставке представлены сразу две статьи известного башкирского ученого, профессора Рашита Шакура на башкирском языке. Одна из них, «Символ нации», вышла в сборнике «Мой родной Башкортостан. Публицистика и очерки» в 2011 году. Это издание предназначено для специалистов по языку, аспирантов, студентов, учителей общеобразовательных школ. Очерк «Символ нации» посвящен как раз Салавату Юлаеву. Вторая статья профессора Шакура называется «Салават Юлаев 1754-1800» и представлена в сборнике Рашита Шакура «Знаменитые башкиры», вышедшем в издательстве «Китап» в 2005 году. В сборнике «Наш Салават. Проза и поэзия» представлены стихи самого Салавата Юлаева, русские и башкирские песни о нем, произведения русских дореволюционных писателей и краеведов, а также различные жанры многонациональной литературы. Кроме того, здесь дан очерк о судьбе Салавата Юлаева и хроника его жизни и деятельности. Следующий сборник «Слово о Батыре. Высказывания, факты, цитаты, фольклор» издан в 2003 году на башкирском языке. Здесь известные ученые и писатели пишут о жизни и творчестве Салавата Юлаева. Книга доктора филологических наук профессора Мираса Идильбая «Сын Юлая Салават» вышла в 1994 году на башкирском языке в серии «Жизнь замечательных людей». Это увлекательный историко-документальный роман о жизни башкирского батыра. Сборник стихов, рассказов, сочинений и образцов народного творчества «Родины Батыр Салават» вышел в издательстве «Китап» в 2004 году на башкирском, татарском, русском языках к 250-летию со дня рождения Салавата Юлаева. На выставке представлен роман известного русского писателя Степана Злобина «Салават Юлаев» на русском и башкирском языках. Это первая книга о легендарном герое. Благодаря этой книге имя национального героя башкирского народа Салавата Юлаева возродилось из забытия, стало известно и любимо в самых отдаленных уголках нашей страны. Как свидетельствуют многочисленные читательские отзывы, полученные автором, роман о Салавате вызвал большой интерес не только на родине легендарного батыра, но и далеко за ее пределами. Этому во многом способствовало романтически восторженное описание молодым писателем подвигов бесстрашного пугачевского бригадира, певца и импровизатора. Хотелось бы обратить ваше внимание на следующую книгу. Это сборник стихотворений самого Салавата Юлаева, изданный в 2004 году издательством «Китап». Он был приурочен к 250-летию со дня рождения героя и содержит стихи Салавата Юлаева и посвящение славному сыну башкирского народа. Подарочное издание «7 чудес Башкортостана» вышло в издательстве «Китап» в 2010 году. Сюда включены статьи о чудесах, за которые проголосовали жители республики в одноименном конкурсе. Одним из победителей конкурса стал памятник Салавату Юлаеву, сооруженный скульптором Сосланбеком Тавасиевым. Рассказ о создании памятника плавно переходит к описанию жизни и судьбы народного героя, к увековечиванию памяти о нем. Книга издана на башкирском и русском языках
и украшена большим количеством цветных фотографий. Следующую книгу написал Назир Кулбахтин «Башкирские вожди крестьянской войны 1773-1775 годов». Книга посвящена повстанческой деятельности крупных предводителей крестьянской войны из Башкир. Вниманию читателя предлагаются очерки о широко известных вождях башкирского народа, в том числе и о Салавате Юлаеве. Для слепых и слабовидящих людей на этой выставке мы представляем следующие книги, озвученные в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых. Это сборник стихов Салавата Юлаева, озвученный на двух языках. На башкирском языке читает Калмантаева, на русском языке Апраксина. Звукорежиссер Бессольцев. Сборник озвучен в 2008 году на CD-диске. Время звучания 1 час 7 минут. Вышел он в серии «Золотая коллекция электронных башкирских книг». Также на выставке представлен исторический роман Степана Злобина «Салават Юлаев», который озвучила на башкирском языке диктор башкирского радио и телевидения Роза Каримова. Роман записан на 5 кассетах в 2004 году. Время звучания 20 часов. Эта же книга в 2006 году оцифрована и записана на 2 дисках. На диске представлена также повесть Гайсы Хусаинова «Фельдмаршал Пугачева». В переводе с башкирского читает Балакова. Это исторический роман о жизни легендарного героя и его сподвижниках. Кроме того, на нашей выставке представлены книги по Брайлю. Первая из них «Слово о Батыре», высказывания, факты, цитаты, фольклор, изданы Башкирской республиканской специальной библиотекой в 2 брайлевских книгах на башкирском языке. Также по Брайлю издан известный роман Степана Злобина «Салават Юлаев». Книга издана в Москве в издательстве «Просвещение» в 1993 году в 9 брайлевских книгах. И еще одна брайлевская книга «Салават на все времена». Так называется сборник, изданный в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых в 2014 году в 1 брайлевской книге. Сборник содержит стихи Салавата Юлаева в переводе на русский язык. Уважаемые читатели, мы ждем вас в библиотеке. С книгами о Салавате Юлаеве можно познакомиться в читальном зале или взять на дом на абонементе, или заказать по телефону по надомному абонементу.